Добрый вечер, уважаемые зрители! Наш молодежный театр «Вне времени» с радостью вас приветствует на спектакле «Жаркая Италия». Это маленькая итальянская абстракция. Приятного просмотра! Хорошо, сейчас я куплю цветы, приеду. Артель тебя ждет. В жаркой Италии страстной, там, где коварный Везувий, жизнь протекает прекрасно и много любовных безумий. Если вам дерзит жена и кофе не готовит, а только лишь кричит она и грозно хмурит брови, вы зарядите пистолет холостым патроном. Будет ласковая жена и подходить с поклоном. Спасибо. Ну, заметно, он предупредил, что вы придете. Что мы с вами должны делать? Ничего себе. Ровным счетом. Ничего. Чего же вы пришли? Вы знаете, несколько дней тому назад я встретил вашего мужа. Мы с ним большие друзья со школьной скамьи. Привет, как дела? Я женился 2 года назад, сказал он. Молодец, поздравляю, говорю я ему. Я работаю в нефтяной компании в Америке. Меня перевели в неаполитанский филиал. Я живу сейчас в гостинице и ищу квартиру для съемок. Он сказал, что поможет мне в этом. И я здесь. Артур сейчас придет. Вы знаете,
У него очень хороший вкус. Ведь он женился на вас. Спасибо. Микки, сейчас я уже не та. Я была как цветок, а сейчас сама себя не узнаю. Мой муж сегодня утром опять меня стрелял. Стрелял? Ну да. Взял револьвер и выстрелил. Что даже убил. Видимо, какой-то святой меня бережет. То есть сегодня утром он вас стрелял. Если бы только сегодня утром. Он постоянно в меня стрелял. Первый раз он выстрелил в меня сразу после свадьбы, за столом, после второго блюда. И он вас не поранил? К счастью, да, пуля меня миновала. Спустя 2-3 дня мы помирились, а потом он выстрелил в меня рано утром. А в третий раз моим. Ну, скажите, как давно он вас стреляет? Микки! Ну ведь я же вам объясняю. С первого дня, как мы поженились, уже 2 года. И он вас не попал. Как? Не попал. Ну, знаете, чем это может кончиться? Доротея! Доротея! Котик, я уже бегу. Доротея! Любимая, как ты тут без меня, а? Ники, привет! Да, привет, Артур. Да ничего страшного. Где ты был, Артур? Я ходил за патронами для моего револьвера. Да, дорогая? Да, мы тут разговаривали сейчас с твоей женой. Да и что? Ах, да. Ты показала ему комнату? Доротея, ты показала ему комнату? Я вам не прислуга. Еще не хватало Вот. превратить меня в горничную. Весь дом на мне, к вечеру ног под собой не чувствую. А я что, по-твоему, не тружусь? Трудишься? Ха! Ты приходишь на работу свеженький, как огурчик, и начинаешь командовать. Свеженький, как огурчик, я прихожу. Вики, ты представляешь, я прихожу на работу, свеженький, как огурчик. Ладно, не нервируй меня. Что? Ты хочешь сказать, что я тебя специально нервирую? Подумаешь, какой Не нервный. надо ссориться, друзья. Ники, она так дерзит, что кровь ударяет мне в голову. Я спокоен. Я спокоен. Ники, ты будешь чашечку крови? Крови, Артура! Я хотел сказать кофе. Ну, разумеется, кофе. Доротея, принеси нам, пожалуйста, кофе. Как жена, конечно. Господин приказал 2 кофе. Кофе отправляйтесь пить в бар. Доротея, принеси нам 2 кофе, я сказал. Тебя что? Руки и ноги отсохли. Пойди принеси сам. Ты такое говоришь, я сейчас пойду. Я сейчас пойду и принесу этот кофе. Доротея, принеси мне этот кофе. Ты меня знаешь. Знай! Я скажу, как знаю. По твоей милости от меня остались кожи на кости. Да что ты такое Вечером говоришь? приходит с работы и отправляет мне жизнь. Для меня не существует ни развлечений, ни кино, ничего. Доротея, не доводи меня до этого, Доротея, не доводи! Стой, Артура! Я знаю. Убери пистолет! Я не хочу кофе! Артур, убери его! Убери пистолет! Артура! Ты убил ее! Ты что? Ты убил! А нет! Когда? Мой нет! Я тебя принесу. Кошечка моя! Я сейчас принесу кофе. Я же знала, что должен вернуться и подарить свои кофейни. Хочешь, что ли, пожалуйста? Да нет, чуть разгорячился. Я дура. Не стоит Дайте мне, вот бедный Артур, он работает с раннего утра и до позднего вечера. Ну можно подумать, что ты у меня не работаешь. Я вам сейчас принесу кофе.
мой, сколько мы с тобой не виделись? Скажи. 15 лет? Еще столько не виделись. Чем ты взволнован? Да? Я взволнован? Ты только что стрелял в свою жену. Да нет, я тебя не про это спрашиваю. Волновало ли тебя возвращение в Неаполь после стольких лет отсутствия, а? Ну, еще бы. Я был сам не свой. Смотри, комната светлая, с балконом, с ванной, в 3 минутах от твоей работы. Притом ты будешь жить у нас, у друзей. Я уверен, тебе здесь очень понравится. Да? Наверное, лучше желать больше нечего. Вот смотрите, я принесла вам попробовать, я его принесла всем. Твой кофе, как всегда, замечательный. Кстати, ты положила туда мед, как я люблю. Очень вкусный Какой кофе. вкусный кофе. Доротея! Новый костюм! Кофе! Ты порвал костюм! Да, действительно, я не знаю, как это произошло. Конечно, ты олух царя небесного! Доротея, что за выражение, Олу? Я, А? по-твоему, должна была сказать. Вы порвали костюм, ах, какой молодец, ах, какая радость. Как будто у нас рента, и мы в состоянии бросать деньги на ветер. Конечно, с ума можно сойти. Я ни в чем не виноват. Ну не стану же я рвать этот костюм ради забавы, а? Конечно. Просто ты неряха. Кто приходит с дыркой на фланелевых брюках, кто на коричневом костюме ставит чернильное пятно. Ну, кошечка моя. Ну, зашей его. Ну, я виноват. Зашей. Пошел, дурочку! А ты, конечно, неряха. Будешь ходить оборванным и заплаканным. Доротея, Что? зашей этот пиджак. Нет! Зашей его, я сказал. А, святая Мадонна! Убери! Убери! Лучше я сяду в тюрьму. Я его... Они оба могли отправиться сейчас. Тут свет. Опять? Пронесло. Дорогой мой милый. Слушай, вот видишь, как ужасно, когда ты начинаешь грешить. Да, Сейчас я зашью так, что зашей. не видно даже, если смотреть в лук. Кошечка моя. Как разорвать? Птица моя. Витя. Нет, дорогой Артур. Я ведь не стану тебе потакать. У меня что на уме, то на языке. Не прошло и получаса. Как ты дважды выстрелил свою жену? Ты же настоящий преступник, Артура. Ты сумасшедший? Нет, Артура, я пойду, я добьюсь, чтобы тебя поместили в сумасшедший дом. То есть между А вами нашей дружбы закончено. конец. А? Так, дуралей, куда это ты собрался? А ну-ка, сел на свое место, я сейчас все объясню. Доротея – прекрасная женщина, только с жутким характером. Ты представляешь, из-за всякого пустяка она лезет в бутылку. Иногда действительно я хочу ее пристрелить. Ты представляешь, первый день нашей свадьбы она меня так довела. У меня как раз пистолет удачи лежал. На столе я взял, да и выстрелил. И в тот же миг она стала нежной, кроткой, заулыбалась. И я понял, чтобы жить с ней мирно, нужно в нее стрелять. Понял? Нет? Понятно. То есть, значит, он не заряжен? Холостыми. Артура! Ты чего же раньше-то об этом мне не сказал? До сих пор поджилки трясутся. Я все зашила. Посмотри, ничего не видно.
Рукодельница моя. Какая молодец. Друзья мои, я пойду, у меня свидание. Ну куда это у нас собрался? А комнату тебе показать, а? А черту эту комнату. Я пойду. Собрался, ладно. Сейчас я тебя провожу. Ты уходишь? Да. А что? Что? Что опять случилось, Доротея? Конечно, тебе же нравится, когда я остаюсь дома одна. Вчера мы ходили с тобой в театр. Надо что? Позавчера к твоей маме. Я могу сегодня провести свой вечер с своим другом, с которым не виделся 15 лет, а? Заодно и поужинаем мы с ним. Что? Ты еще и к ужину не придешь? Решил загулять, мой дорогой? Знаешь, что я тебе скажу, мой милый Артура? Ты выйдешь из этого дома только через мой труп! Прекрасная идея! Что ты говоришь? Артура! Стреляй в нее скорее, пойдем. Я не могу, это надо сделать натурально! Ты не выйдешь! Ты не Надо выйдешь! сделать натурально, иначе добром это не закончится. Я не выйду, я сейчас выйду. Никогда ты не выйдешь! Я сейчас выйду! Артура! А ты почему сейчас 3 раза в нее выстрелил? Знаешь, мой друг, когда я приду, я хочу спокойно лечь спать. Отлично. Пойдем. Много историй в Неаполе. Не встретить их можно кругом. Всегда здесь смеялись и плакали. Страстями кипит каждый дом. Супруга в церковь обвенчала. И вот со смертного одра сеньора очень быстро встала. На удивление бодра. Ну, куда ты опять? Куда? Доминика! Ну там же твоя Филомена при смерти лежит. Она почти спит. Куда? Мне надо, дорогой, сходить в аптеку. А, в аптеку? В аптеку. Купить кое-что. Я буду ждать. Лекарств для твоей Филомены. Дура, 1000 раз безумец! Да рядом с тобой прошла вся моя жизнь, вся молодость. 25 лет здоровья. Чего ты еще хочешь от меня? Чего тебе еще надо от Доминика Сириана? Ну, скажи! Убирайся отсюда прочь! И если ты не уйдешь отсюда на своих ногах, я вынесу ногами вперед! И никакой бог, и никакой закон не помешает в этом Доминика Сириана! Я упрячу тебя за решетку, лопну, но добьюсь своего! Ты еще забегаешь у меня
Будешь плясать под мою дудку? Кончил? Хочешь еще что-нибудь добавить? Замолчи. Я не хочу тебя слушать. Зачем ты так говоришь? Я же твоя жена и не сойду на твое место. Жена? Чья жена? Какую чепуху ты несешь, Фалуме? Все фарс, все куплено. Конечно. Деньги. Как это на тебя похоже? За деньги ты покупал все, что ты хотел. Ты и меня купил за деньги. Я была твоей служанкой все 25 лет. Да как бы не так. Вечно злая, всегда забывала свое место в этом доме. Всегда с гримасой на лице. Разве я не права? Разве что-то не так сделала? Да хоть бы раз я увидел слезы в твоих глазах. Ты хотел, чтобы я проливала слезы за тебя? Ты этого не стоишь. Тебе 52 года, а ты до сих пор приносишь носовые платки, выпачканные губной помадой. Меня тошнит от этого. Ни разу ты не подумал, может быть, их спрятать? Вдруг она заметит, куда там, какая там осторожность. А кто она такая? Пускай смотрит, какие у нее права на тебя. Доминика, ты глупеешь при виде этой... При виде кого? Кого? отвратной детки. Ну, кто тебе поверит, что ты не понял? Ты не умеешь как следует врать, и в этом твой недостаток. 52-летний старик связался с 20-летней девчонкой и даже не стыдится этого. Привел ее в дом под видом медицинской сестры. Думал, что я и вправду умираю. А час тому назад, думая, что я отдаю Богу душу и ничего не вижу, обнимался и целовался с ней в моей постели. Мадонна, как мне противно! Если бы я и вправду была при смерти, ты вел бы себя так же? Конечно. Я умирала, а тут накрыли стол. Для него и этой дохлой девки. Ну и что ты умирала? Если ты умирала, мне что? Перестать есть? Тоже скажешь умирать? Что за розы на столе? Розы? Как розы. Красный. Цвет любви. Красные, зеленые, лиловые. Что с того? Разве я не хозяин здесь? И не могу принести сюда цветы? Если ты умирал, я что, перестал быть хозяином здесь? А я вот умерла. И еще долго проживу в доме. Для меня это небольшая помеха. Я люблю другую женщину, я женюсь на ней, слышишь? Диана станет моей женой. Смешно. Да какое мне дело до какой-то девчонки, из-за которой ты потерял голову и всего остального? Ты действительно думаешь, что я это сделала из-за тебя? Нет. Я не об этом забочусь. Это меня никогда не тревожило. Ты что же надеялся, что эта баба так и уберется, словно нищая? Ха! Деньги! Разве я недостаточно давал тебе денег? Разве Доминика Сориана, сын Раймонда Сориана, одного из самых богатых и уважаемых кондитеров Неаполя, не хочет обеспечить тебя, чтобы ты жила ни в чем не нуждаясь? Замолчи. О каких деньгах ты говоришь, Думи? Успокойся и оставь себе на здоровье эти деньги. Мне надо от тебя другое. И ты мне это дашь. У меня 3 детей, Думи. 3 детей? Да, у меня 3 детей, Думи. И чьи же они, эти дети? Да, таких же, как и ты. Фалуме! Фалуме, ты играешь с огнем. Что значит это таких же, как и ты? Ну, то и значит, что все вы одинаковы. 3 детей. И сколько же им лет? Старшему 25. 25? Ой, не делай такого лица, не пугайся, дети не твои.
Они-то вообще знают про тебя? Они знают, что ты их мать? Нет. Но я часто вижу их и говорю с ними. И где же они живут? Чем занимаются? На какие средства существуют? На твои деньги, думаю. Да? Я крала их у тебя. Я таскала их у тебя из кошелька. Я воровала тебя на твоих же глазах. Воровка! Да, я продавала твои вещи. Костюм, обувь, ты никогда этого не замечал. А помнишь кольцо с бриллиантом? Я тогда тебе сказала, что потеряла его. А на самом деле оно продано. Я вырастила моих сыновей на твои деньги, Думи. Я держал дома воровку. Да. А что я должна была сделать? Убить их? Я прождала 52 года. Ну, то есть 25 лет. Я ждала чуда, Дон Доминика. 52 года. Старик, слышишь? Ну и теперь он не помышляет о браке. И теперь он думает, что жениться рано. Несчастный, таскается за молоденькими девицами. Становится полным кретином. Носит носовые платки, выпачканные губной помадой, и разбрасывает их в доме. Осталось только привести эту девку в дом, где живет твоя жена, между прочим. Мы поженились. Я выгоню и тебя, и ее. Нас обвенчала церковь, и теперь это мой дом. Что? Ха-ха-ха-ха! Теперь ты заставляешь смеяться меня. Твой дом. Смейся на здоровье. Я с удовольствием послушаю. Хотя мне теперь безразлично, как ты смеешься. Дорогой, вот деньги. Деньги? Дорогой. Доминика, ты мой хороший. Еще один. Я купила адреналин. Я купила камфор. Кислорода, к сожалению, не было, но я думаю, что он уже не пригодится. Как у тебя дела, Доминик? Ты уже по мне соскучился? Ты меня ждал? Доминик. Розы. Красные розы. Как это чудесно. Это цвет любви. Знаешь, мой любимый, я не хотела сегодня об этом говорить. Но если ночью она умрет, утром я уеду с подругой в отпуск. Я не могу здесь находиться. Дней на 10. Но потом я приеду, обязательно вас проведаю, Доминика. Да, кстати, как она там? Наверное, уже в агонии. И священник, наверное, уже пришел. Священник пришел и увидел, что агония у меня продолжается. Сними хламиду. Что? Хламиду сними. Положи туда. Он увидел, что я умираю, и перед моей смертью посоветовал Дону Доминика узаконить нашу связь. Розу положила. Дон Доминика согласился, что это справедливо. Двое свидетелей, благословение святого отца, и мы поженились. А тут я спрыгнула с кровати. Переселение на тот свет не состоялось. Ну и разумеется, там, где нет больных, там не нужны медицинские сестры и прочие мерзости и непристойности в присутствии
присутствии умирающей женщины. Ты же знала, что я умираю. Убирайся-ка отсюда ко всем чертям, чтоб ноги твоей здесь больше не было. Ищи себе другой дом. Как ты с ней обошлась? Да как и заслужила. Послушай, что я тебе скажу? Да ты ведьма! Чего ты еще хочешь от меня? Чего тебе еще надо от Доминика Сариана? Ну, скажи. Дети еще узнают, кто их мать. Они узнают, что она ради них сделала. Они полюбят меня. Им не стыдно будет стоять рядом с другими людьми. Они будут носить мою фамилию. Твою фамилию? Какую? Ну, конечно, ту, что ношу я. Ну, мы же супруги. Сариана. Что? В моем доме мою фамилию? Этим сыновьям? Чем? Твоим! Если меня спросят, чьи это дети, я скажу твои. А если спросят от кого, ну я не знаю, что сказать. Ты хочешь привести в мой дом каких-то 3 чужих парней? Убирайся отсюда прочь! Завтра я приведу сюда адвоката и разоблачу тебя. Если и закон не встанет на мою сторону, я сотру с лица земли тебя, Фулуме! Отлично. Я уйду, как ты этого хочешь. Но я хочу, чтобы ты знал. Один из 3 твой. Это ложь. Нет, это правда. Я могла бы сказать, что все 3, но это не так. Просто ты забыл твои поездки. Лондон, Париж, скачки, женщины. В один из многих вечеров ты был со мной. Тогда ты сказал, Фулумена, докажи, что ты по-настоящему любишь меня. И погасил свет. Тогда я действительно любила тебя. А потом ты уехал. И я ждала тебя, как святая. Ну ты забыл про этот вечер. А я тебе ничего не сказала. Который из них? Нет. Этого я тебе никогда не скажу. Они одинаковые. Все 3. Прощай. Фулуме! Фулуме! Фулуме, подожди! Я тебя знаю! Ты знаешь? А ну, возвращайся, сказал. А ну, возвращайся в спальню. Не доводи меня до этого, не доводи. Сеньоре было очень горько. Муж захотел гулять в субботу. Картина поменялась только. Сеньору стало неудобно. E ballate, di dischette maledate, se non ballato ora non di grande non di suono.
Антония. Антония, не дури. Ну да, может быть, ты и права. Я виноват. Ну, боже мой, стоит ли всего делать трагедию? Выходи, мы поговорим с тобой, как разумные люди. Что ты там делаешь? Дура ненормальная, вот ты кто? Дура ненормальная, это я. А это, который стоит под дверью и умоляет меня открыть, мой муж. А я тут принимаю коктейль из таблеток. Фидуксен, тазепам, люминал, веронал, леню, реланию, 18 абсолидонами свечей. Внутрь перорально через рот кусочками. Желтые таблетки. Не хватай. Нет запора. Честно говоря, это не первый раз. В прошлый раз я хотела выброситься из окна. Стой. Не делай. Честное слово, я больше так не буду. Ну, прости меня. Да какое мне дело до тебя, до твоих похождений, твоих безмозглых девок. Ну, значит, с мозгами было бы в самый раз. Давай слезай, поговорим. Нет, ну все, прощай. Слезай. Я прыгну. Слезай. Пусти. В другой раз я хотела застрелиться из пистолета. Стой, что ты делаешь? Он же не зарегистрирован. Меня же посадят в тюрьму. Только о себе думаешь. Причина моего желания умереть была все та же. Он меня больше не любил, он меня больше не хотел. И трагедия начиналась всякий раз, когда я обнаруживала у своего мужа очередной роман. Ну, пойми, у меня же с другими женщинами только постель и все. Постель? А со мной даже постели нет. Ну, это другое дело. Я же к тебе с этим, как его, с глубоким уважением. С уважением. А? Ведь между женщиной и мужчиной что главное? Уважение. Конечно. Знаешь что, да пошел ты в жопу. Антония. Да, в такие минуты я действительно становилась пошлой. Но это его пошлость, пошлость моего мужа заставляла меня срываться. Разве нужно столько времени не спать со мной? Я сначала думала, ну болен, ну переутомился. И потом я узнаю, что у него напряженная сексуальная жизнь с другими женщинами, естественно. И когда я в отчаянии спрашиваю, почему ты не ложишься со мной, он увиливал от ответа и сваливал все на политику. Да. Представляете, темная ночь, мы в постели. Дорогой, почему ты меня не хочешь? Пойми, дорогая, я волнуюсь. В стране развал, инфляция. Браво! Один разочаровался в политике, бросил жену, детей, открыл диетический ресторан. Второй бросил службу и стал зеленым фанатиком. А третий открыл бордель для собственного пользования. А виновата во всем политика. Ну, да, я согласен, глупая альтернатива. Ну, пойми, ты единственная женщина, кому меня тянет, а ты мой домашний очаг, мой домашний уют. Ты же для меня как мамочка. Как ты меня назвал? Мамочка? Да? Ты представляешь, как это пошло, унизительно быть своему мужу мамочкой? Ты что думаешь, я старый башмак, который можно выкинуть в сортир за ненадобностью? Вот, ты знаешь, что я тебе докажу? У меня будет любой мужчина, которого я захочу. Да. Что ты ухмыляешься? Вот возьму и открою бордель. Прямо напротив твоей работы. Буду ходить часовым, надушенная, с плакатом «Продается жена инженера Мамбретти». Профсоюзным членам скидки. Вот что это ты умеешь? А плевать мои самые высокие чувства, которыми я с тобой сокровенно делюсь. Я хочу поговорить с тобой. Присядь, мы поговорим. Скажи, а что это у тебя за часовка такая, прыгать на всех баб подряд? Ох, знаешь, я передумала стреляться.
Честное слово. Я тебя застрелю. Стоп, стоп, ты это дело брось! Привет! Так ты с ума сошла, что ли? Что ты делаешь? В конце концов, мой муж меня убедил жить как свободная супружеская пара. И что называется, когда дала ему добро, сказала: иди, свободный пар, гуляй с кем хочешь, спи с кем хочешь, вы бы его видели. Да. Ты ее слова буквально ошеломили меня. Куча чувства вины тут же пропала из моей груди. Я был свободен. Ох, и в петлю лезть. А его распирало от любовных авантюр. Антоний, ну посмотри на ситуацию с другой стороны. Стань наконец уже нормальным человеком. Стой! Возьми цветы для своей любовницы. Нормальным человеком, Антоний. Нормальный человек. Кто бы его еще видел, нормального человека. Наконец, все-таки настал тот день, когда Антония стала нормальным человеком. Я переехала в эту квартиру. Я выкинула все свои старые вещи. Купила себе новые наряды, о которых всегда мечтала. Я нашла себе работу. Работу нашла себе, наконец! Ведь это очень важно иметь работу. Целый день среди людей. Больше не бегут. Утром сажусь в красивый автобус. И еду. А уж люди в автобусе ругаются, трогают сзади, крадут кошельки. Но или рано поутру такое количество сердитых людей — это такое блаженство и поддержка. Я перестала чувствовать себя одиночкой, брошенкой в этом мире. Мой муж, несмотря на свои многочисленные амуры, продолжал ко мне захаживать. Каждый день. Так что не удивиться. И от него не ускользнула моя внутренняя свобода и раскованность. Ты с кем-то познакомилась? Ты с кем-то встречаешься? Я просто заметил, что ты перестала интересоваться моими проблемами. Знаешь, дорогой, мне кажется, я наконец-то встретила своего мужчину. Ты встретила своего мужчину? Ну, наконец-то! Я очень рад! Я поздравляю тебя! И кто же он? Чем занимается? Ни за что не догадаешься. Во-первых, он не из нашего круга. Не знаю, что. Хорошо. Да, он профессор, физик. Препод, что ли? А вот этого не надо. Потому что он заведует кафедрой в Пизанском университете. Доцент. Подумать только. Да, еще выдвинули на Нобелевскую премию. Любовник моей жены. Без 5 минут Нобелевский лауреат. У него мозги, стало быть, варят. Да уж не знаю, варят, наверное, он такой ходячие мозги. Ну, это хорошо, когда в семье гений. Большая честь. А ты знаешь, как он меня называет? Он называет меня Эурения. Это такая частица плутония. Не будет называть меня рыбенькой, как какой-то водопроводчик. Водопроводчики называют тебя рыбкой. Да нет же, это я к тому, что он не говорит банальности, как ты. Эурения, наши чувства друг к другу настолько глубоки. Им нужен размах, им нужен полет. Значит, у вас серьезно с этим, с атомным? Да,
серьезно. Ну, ты не расстраивайся. Не расстраивайся. Ты же сам говорил мне, как поступать. Знаешь, дорогой, в открытой супружеской паре есть свои недостатки. Она должна быть открыта только с той стороны, где мужчина. Если открыть ее с двух сторон, то получается страшный сквозняк. Все, давай иди, он скоро придет, а тебе пора уходить. Как? Как поменялись роли? Теперь муж должен убегать, чтобы его не застал любовник. Гурыня, я люблю тебя. Что ты сказал, я не расслышала. Я люблю тебя. Я люблю тебя, А? Сколько времени тебе вообще наплевать? Кто я? Блондинка, брюнетка, живая, мертвая. И теперь, когда появился атомный профессор, атомная угроза, ты вдруг меня полюбил? Нет, дорогой, я знаю, в чем тут дело. Просто ты хочешь вернуть себе то, что принадлежит тебе по закону. Ты готов одолжить меня на время кому-нибудь, но не отдать навсегда. Знаешь, что я не частная собственность. Так, Антония, что происходит? А что со мной происходит? Ты какая-то не такая, Антония. Ты приди в себя, наконец, приди в себя. Хорошо. Приди в себя, Антония, снова страдай, мучайся. В понедельник вешайся, в среду глотай таблетки, в пятницу стреляйся. А в субботу и воскресенье у нас выходной, потому что в субботу и воскресенье я иду по бабам. А ты, Антония, приди в себя. Фу, какая пошлость, приди в себя, Антония. Да я из дома выйти не могу, потому что я свое потеряла. Где мое я? Вот тут оно лежало, где? Сеньора, вы я мою не видели? Уходи. Освобожусь я сама. Я не пойду. Что значит я не пойду? Я последний раз прошу тебя. Уходи, не порти мне жизнь. Имею я право познакомиться с любовником своей жены. Я так и знала. Я знала. Ты меня уговорил на эту гадость. Жить как свободная супружеская пара. Я чуть не умерла, чуть не сдохла от тоски и унижения. Что ты делаешь? Ты думаешь, я буду себе дома опять хвостом? Какой пыльный. Волшебная сила. Несет он почет и удачу. Успех и в делах приносил он. Нам даст кучу денег в придачу. Я должен слышать запах мыла и талька. Дело в том, что когда вы душите тальком, он просачивается в щелочку вашего окна, летит облачками, становится совсем невидимым на солнце. Это причина, по которой вы ходите каждый день. Не только поэтому. Завтра я подарю вам букет майских роз. Спасибо. Да, мы называем их майскими,
Потому что мы их называем белокочанными. Потому что они такие лепесточки, которые становятся все меньше, меньше, меньше к середине. Поэтому мы дарим их женщинам. А они душистые. Да, они божественные. Они пахнут так, что может заболеть голова, и поэтому неаполитанцы их дарят неаполитанским женщинам. Чтобы у тебя разболелась голова. Ой, нет, вовсе нет. Мы дарим их неаполитанским женщинам, чтобы женщины могли собрать лепестки роз, положить в холодную воду, положить на ночь в тазик с холодной водой. И с утра намыть себе плечи, шею, руки и все, что пожелают. Как это романтично. В Неаполе все такие поэты. А вы откуда? Я флорентинка. Флоренция. Красивый город. Неужели вы там были? Нет, моя двоюродная сестра была, и она показала открытки с этого города и свои фотографии. Простите, я должна закрыть окно. Я не могу разговаривать с незнакомым человеком на балконе. Ну, тогда я пошел. Вы хотите уйти? Ну да, вы же сами сказали, что неприлично разговаривать с незнакомыми людьми на улице. Здесь неприлично. А где? В доме? Вы не зайдете? Да. Первая дверь налево. Звонить не надо, я сама открою. А вот и я. Антонио. Дело в том, что я хотел подарить вам майские розы. Ну, сегодня и не получилось. А напомните мне, как вас зовут? Меня зовут Антонио, сегодня 27 октября. Через 3-4 дня мои именины. Я вас заранее поздравляю. Спасибо. Антонио, но вы же не преподносите розы каждый встречный. Вы особый случай. Антонио, у тебя есть деньги? На розы? Какие там розы, Антонио? Для чего ты собираешься дарить мне розы? Для чего мужчины дарят цветы женщинам? М? Ну, конечно же, чтобы с ними спать. Антонио, давай не будем терять время. Дай мне немного денег и ложись со мной. О, прости, 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 прости. Я, наверное, была слишком груба, Антонио. Умоляю тебя на колени. Мне очень нужны деньги, Антонио. Нет, 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 ты не подумай. Я не такая, я этим делом не занимаюсь. Антонио, Антонио, ты у меня первый. Ты девушка? С чего ты взял? Ты у меня первый после мужа. Ну, а впрочем, моя личная жизнь тебя не касается. Дай мне немного денег, пожалуйста. Немного это сколько? Ну, я не знаю. Но мне сказали, что это стоит 10 тысяч лир. 10 тысяч лир? Вы забывайте, это район Кристаллини, а не Вива ля Рома. А, ты забываешь, что ты у меня первый. Да чего ж ты красивая. Ну, 10 тысяч лир у меня есть. Раздевайся. Антонио, мне же только снять халат. А, ну да. Нет, Антонио, нет. Ты сможешь снять абсолютно все. Но после того, как дашь мне немного денег. Ну да, ты права. 10 тысяч. Куда? Паскуда! Ну что, омерзительно, моя судьба! Ну почему? Почему, Антонио, почему? Что случилось? Что случилось? У меня сегодня ночью был муж, любящий, красивый. Ну почему так врывается
делает этот тип? Что он здесь делает? Этот тип не может делать уже абсолютно ничего. Сегодня ночью он мне признался, что он не может кормить наших троих детей. И в приступе отчаяния он скончался. И ты меня спрашиваешь, что он здесь делает? Да такие мерзавцы, как ты, которые готовы кидать 10 тысяч лир на ветер, которые готовы покупать порядочных жен этих несчастных мужей. И ты меня спрашиваешь, что мы здесь делаем? Ты заплатил эти деньги, ты имеешь право. Раздевайся! Раздевайся! Вы с ума сошли? Знаете что? Черт дернул я свернуть с утра в этот период. Если я начну рассказывать вам свою историю, к концу истории вы успеете состариться. Безработица есть везде, я вам сочувствую. Где здесь выход? Выпустите меня отсюда! Дверь там. 10 тысяч лет. А 10 тысяч лир они здесь. А теперь здесь. Ну, это твои деньги, ты можешь их взять. А, он еще теплый. Да свершится воля Божья! Скатерть и дорожка. До свидания! Чао! Молодцы, хорошо. Знаете, Хороший навар. до 3 дней неплохой улов. Если Да. так пойдет и дальше, мы наберем нужную сумму меньше, чем за неделю. Правильно. Ну вот и слава Богу. А то эта комедия начинает меня уже утомлять. Сеньор, вы проявляете чудеса находчивости и присутствие духа, достойной величайшей актрисы. А между тем, за 37 лет службы в театре передо мной прошло множество актеров, больших и малых, честных и проходимцев. А вы великолепны. Ты прекрасный, Лидочка. Но эти типы, которых я вижу первый раз в жизни, в наш век преступности, среди них могут попасться убийцы, маньяки. И это ладно. О чем ты говоришь? Эти остолопы, которые готовы отдать 10 тысяч лир и уйти ни с чем. Но может попасться тот, который придет ножом. Да, ну что, а я тогда здесь зачем? Я? Конечно, они же защитят тебя. Ну не смешите меня, не смешите. Вы пока спуститесь со 2-го этажа. А вы, мой дорогой, пока слезете с кровати. Со мной может случиться все, что угодно. Что ты, дорогая? Не думай об этом. Все будет хорошо. У тебя так хорошо получается. Ничего. Вижу, что устали, но сейчас после обеда отдохнете часика 2-3. А в половине 5 вас будет ждать новая, свежая, чистая вода и свежий тайм. Да, около 5. Самое главное время. Ой, не забывайте, что возле полуночи и после такого рода купания могут принести самые неожиданные результаты. Ну, конечно. Нам же нечем заняться ночью. Сегодня вечером я иду в кино. И что? Ну да, конечно, Одна. сходи. Ой, да еще А я одна. тут за тебя помоюсь. А почему бы и нет? Разиков 4 или 5. Я тоже смогу. Мы только и ждем, да? Повода, чтобы тряхнуть стариной. Ну почему бы и нет? Ну, ладно, Риточка, я тебе насыплю новой пудры, не переживай.
Вам нечего бояться, откройте. А я девушка одинокая. Вот поэтому я и хочу войти. А я поэтому хочу узнать, что вам надо. В таком случае я вам скажу. Я готов вам дать 10 тысяч лир. А ну в таком случае проходите. Первая дверь налево. Звонить не надо, я сама открою. А вот я. Можно? А где здесь у вас кровать? Да. За занавеской? Чудесно. Чудесный альков. Раздевайся. Ну я думала. Ты не хочешь раздеться? Я думала. Деньги, ах да. Давай закроем этот вопрос. Постой. Сними халатик. Халатик сними. Ты прекрасна, дочь моя. Ты прекрасна. Держи. Ты стоишь этих денег. Это что за история? Разбуди его и прогони. Прогнать? Даш, разбуди его и пусть он подождет за дверью. Разбудить? Он так крепко спит, что его не добудишься. Теперь его уже никто не сможет разбудить. А кто он такой? Что случилось? Что омерзительная моя судьба! Что случилось? Это мой муж! Еще сегодня ночью он был жив. А деньги мне нужны на его похороны и на закрытие всех его долгов. Он меня оставил. Ты рехнулась. Одну одинешеньку. Ты рехнулась, дочь моя! С покойником да на одной постели! Всего вам доброго, мои ноги! Я тебя так любила! Как ты мог? Как ты мог? Я тебя ненавижу! Ненавижу! Я теперь совсем одна! У нас же еще 3 детей! Как ты мог? Ах да! Ты, скорее всего, права. Ведь он ничего не видит и не слышит. Хуже всего, если бы он притворялся мертвым. Но это так случается редко. Неужели вы хотели бы? Не хотел бы, а хочу. Тем более я вам дал 10 тысяч лир. С покойником на одной кровати?
Да, и чем раньше мы начнем, тем быстрее я уйду. Забирайте свои 10 тысяч лир и убирайтесь. С первых минут ты считаешь, что ты бы справилась, но когда дело дошло до этого, ты считаешь, что это было бы кощунством. Ты считаешь, что выманить 10 тысяч лир у любого, кто находится в этом зале, легко. Якобы они испугаются этого покойника, но я не из таких. Чтобы тебя не мучила совесть, я готов дать еще 10 тысяч лир. Нет, 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 я сказала нет. Забирайте, пожалуйста, свои деньги и убирайтесь. В самом деле? В самом деле. Послушай, мне не 15 лет. Если я постучался в эту дверь, я все как следует взвесил. Если я нахожусь здесь, значит на это имеются веские основания. Здоровье есть здоровье. А при чем тут здоровье? Ты еще слишком молода. И многого не понимаешь, и это вообще тебя не касается. Послушай, я дам тебе еще 3 бумажки по 10 тысяч лир, и мы от слов переходим к делу. А? Ну, если бы не он. Он отошел в лучший мир. Может быть, именно сейчас все в этом доме говорит о его присутствии. В его присутствии никто не сомневается. Вы тоже верите в бессмертие души? Разумеется. Тогда я должна с ним посоветоваться. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Он находится в царстве истины, и карты ему в руки. Но оставьте меня с ним наедине. Я же не могу молиться при вас. Ради Бога, ради Бога, Если он ничего не решит, я все решу сама. ради Бога. Я жду. Дорогой мой муж, ты видишь, что происходит. И я не знаю, что с этим делать. Дай мне, пожалуйста, хоть какой-нибудь знак. Дуновение ветра. Чих чей-нибудь. Дорогой мой муж. Никакого знака ты мне не даешь. Вы ему только там скажите, что 50 тысяч лир могут превратиться в 100. Послушайте, уважаемый, я муж этой женщины. Ваша настойчивость кажется мне неуместной. Чего вы добиваетесь? Чего вы хотите? Муж, который заставляет заниматься свою жену этим ремеслом, а сам притворяется покойником. Да? Нас простите, пожалуйста. А вы-то кто? Пожалуйста. У нас тут, видите ли, в чем дело, какая ситуация. У нас заморожена квартплата. Ай-яй-яй-яй. У нас огромный долг. Да. Вот такие дела. Моя 300 ситуация. тысяч. 300 тысяч. Моя ситуация будет похлеще вашего. Я как 20 месяцев уже овдовел. О, И у меня не было, кроме моей красавицы жены. И смею вас заверить, что эта женщина после моей жены мне очень нравится и которую я хочу. Мы же вам сказали, что это был трюк, ловко. да, это трюк. Ведь она разделась. Ну так чуть-чуть. Немножко. Я готов вам дать еще 200 тысяч лир. 300 тысяч. 300 тысяч. Ну, это дело семейное, это решать вам. Вы с ума сошли, вы рехнулись все? Вы чего хотите, чтобы я решил? Этот старый маразматик хочет лечь с моей женой в постель. Я должен это решить. Нет. Я маразматик. Я маразматик. Сумасшедший, да. И если вам этого мало, я дам вам 500 000. Я Атилио Самуэльни, я человек чести, и я жду. Как же я устала от этой комедии. Вы посмотрите на себя. У вас у всех только деньги, 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 деньги. Вы готовы
купить все. Вы готовы продать все. И все из-за этих бумажек. Деньги, 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 деньги. Что, котик мой? А ягодка моя! Ягодка твоя? Заладил он, ягодка моя, ягодка моя. И, кстати, этот вонючий Талик, он ужасен, меня от него уже тошнит. Деньги, деньги, деньги. А вы понимаете, что вас всех, вас и тебя, мой котик, этот старый маразматик уложил на лопатки. А вы со своими деньгами, деньгами, деньгами. Да что они вообще стоят в этой жизни? А да, кстати, у вас я не боюсь. Я хоть и не грамотная, но вы меня больше не будете пугать. А вы, дорогая моя Беттина, ну что ж, я готова уступить вам рабочее место. Мойтесь, вытирайтесь по 1000 раз на дню. И мы тогда посмотрим, сколько денег заработаете. Вы, дорогая моя Беттина. Чао! Она убегает! Гони ее! Я Атилио Самуэлли. Я человек чести. Прекрасный мир глядели мы со сцены, казался полон он цветов, а сердце ожидало перемены, надеясь на любовь. Когда окажутся два сердца рядом, им будут не нужны слова. Любовь для них является наградой, она всегда жива. Любовь, любовь, любовь всегда жива. Любовь, любовь, любовь всегда жива. И что хотим увидеть мы в финале? Конечно, к счастью, поворот. Мы люди о сближении душ мечтали.